Сейчас у нас основное, так скажем, школа хадиса, мадрасатуль хадис. Мадрасатуль хадис. Вот основная школа. То есть это как база данных, архив мадрасатуль хадис. Во главе стоит кто не то что основал, основать это же, кто к этому научил, так скажем, да? Это Ибн Умар. Ибн Умар. Абдулла, извиняюсь, Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб. Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб. Он дал такое воспитание. Поэтому один из его учеников, самый главный из его учеников, Мауля Нафи. Нафи. Мауля ибн Умар. Потом мы, иншаллах, возьмем, кто такой Нафи. Один из его самых основных учеников, даже наравне с его сыном ставили этого слуга. Он его нашел в одним из военных походов. Этого ребенка он нашел. Нафи. И забрал его к себе. Сейчас, иншаллах, мы это... слуга ибн Умара. Нафи. Нафи. Вот так. Нафи. Нафи. Малик ибн Анас. Вот у нас Малик, маликитский мазхаб пришел. Абдулла ибн Умар. Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб. У него слуга Нафи Мауля ибн Умар, слуга, а у него ученик это Малик ибн Анас. Маликитский мазхаб пришел. Малик ибн Анас. Если у Абу Ханифы 5 ступеней, да? Основное, я говорю, я не буду там запрыгивать единичные случаи, да? Один хадис может сделать. Но если у Абу Ханифы, это, скажем, Хаммад ибн Сулейман, Ибрахим Нахаи, Аль-Кама, раз, два, три, и до Ибн Масуда, между Ибн Масудом, между Сахабой и между Абу Ханифой было 3 человека, то между Маликом и Сахабой был всего лишь 1 человек. Как слугу звали еще? А? Слугу как звали? Нафи. Нафи Мауля ибн Умар. Слуга ибн Умара. Нафи. А Сахаба, основатель этого, ну, как бы, наставник этого мадрасе, школа хадиса, это Абдуллах ибн Умар. Абдуллах ибн Умар. Сын Умар ибн Хаттаба. А? Сын ибн Умара ибн Хаттаба, да. Абдуллах, сын Умара ибн Хаттаба. А как тут фигурирует слуга? Где? В этой школе как фигурирует? А он в этой школе, он сам воспитал такую школу. Вот Нафи, да? Да. Медина, это Медина, город. Медина, Медина, пророк, город пророк саллаллаху Медина. Это не означает, что он жил только в Медине. Но воспитал в основном... Медина к этому была расположена, потому что в Куфе он так не сможет такое воспитать. Почему? Потому что в Куфе это другая цивилизация, персы, и с разных сторон, и там постоянно любят мыслить, размышлять, задавать разные вопросы, и обстановки ты не сможешь там сделать. Так, а в Медине это возможно, потому что Медину не трогай, Медина как есть, так и есть. Как сахабы жили при пророке саллаллаху алейхи ва саллям, так и живут. Абдулла ибн Умар ибн Хаттаб. Малик, получается, Малик, ученик, да? ученик ученика Абдуллах ибн Умар.
Поэтому, когда Малика задали 48 вопросов, на 32 из них он сказал «ля адри». Я не знаю. И еще один такой случай был, что когда кто-то приехал там чуть ли не за 1000 километров, за 6 месяцев, по-моему, он ехал за ответом. Аллаху алям, по-моему, 6 месяцев. Я вот уточнил эту информацию. И когда приходит имам Малику и спрашивает, он говорит, я не знаю. Он говорит, что я скажу, когда вернусь, что я специально был отправлен ехать сюда 6 месяцев. Не знаю, конечно, какая территория там 6 месяцев. От нас практически где-то, наверное, может где-то, эти были Дагестаны, может, эти были уже. Эти, может, наши края были, с наших краев. Вернись, скажи, что Малик не знает. Вернешься домой и скажи, что Малик не знает. А в какие годы до? Малик 94-й год по хиджре родился. 94-й год по хиджре, умирает в 179-м. Абу Ханифа рождается в 80-м, умирает в 150-м. В 150-м рождается имам Шафии. В год рождения, в год смерти опять-таки Абу Ханифы родился имам Шафии. Умирает Малик? Малик 179. Ну, чуть-чуть мы опять забегаем вперед. Я вот хотел бы не торопиться с вами. Школу, я хотел вам дать почувствовать школу. Если Абу Ханифе или другому задали бы вопрос, он бы все равно сделал бы какой-то кияс и ответил бы, можно или нельзя. Да? А имам Малику приходит 48 вопросов, на 32 вопроса он отвечает, я не знаю. Ну нет, не слышал я об этом. Или же это чем, вот какой вкус, чем пахнет? Школой Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб. Потому что когда ему задают вопрос, человек дал обет держать уразу в Курбан-Байрам. Что ему надо делать? Абдуллах ибн Умар сказал, радийаллаху анхума, Аллах приказывает тебе выполнить твой обет, но запрещает тебе держать уразу. Потому что он по аяту Аллах Субхану ва Тааля говорит, Амар Аллаху би вафаи назрика, Аллах тебе вальюфуну зурахум, в Коране говорит, что надо выполнить свой обет. Но анаха наби саллаллаху алейхи вассалям, но пророк совсем запрещает держать уразу. Вот. И все. Как, вот по шаблону, как есть. И этот человек скажет, ну что мне делать, ты скажи. Вот. А когда что мне делать, они уже говорят, идеально раитака, иди отправь свой, если. Или также ему задают вопрос, если говорят, если много людей будет около Каабы, что делать надо, если целовать камень, не целовать. Говорят, отправь свой если в Йемен, говорит, и все. А сами как поступали? Они не сталкивались вообще что ли с какими-то вопросами, которые... Они просто или останавливались, и пока аль-вукуф, они не делали это действие. Ну вот в такие Ижтихад. ситуации не попадали, там, ну, например, в ситуацию, как вот здесь сказано, что... Ну, они говорят, значит, не надо такие обеты давать, и все. Вот кто попался, вот такая школа, вот, то есть она более была сжатая, сокращенная и не выходила от чего? Как в Коране сказано, так и надо делать. Ибн Умар, радийаллаху анхума, он ходил в туалет туда, куда ходил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он делал точно так же, как одевался пророк, саллаллаху, какой цвет, такой цвет одевал. Очень был ташаддуд, у него была очень жесткая позиция во всех отношениях. Он даже спал там, где спал в пути пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но они себе это могли позволить, потому что они знали об этом. А что остальным делать, да? Мы же не знали даже, где вообще эта дорога сейчас находилась. И в таких случаях вот Абдуллах ибн Мас'уд
Абдулла ибн Умар, радиаллаху анхума, даже мыл глаза во время, когда он брал тахарат. Поэтому говорят, что он не ослеп в старости, то, что он очень жестко подходил к некоторым вопросам. Он мыл свои глаза, открывал вот веки и мыл свои глаза. Что типа вода должна достигнуть до этих мест. Хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, например, этого не обучал и нас не заставлял. Но он этой позиции держался. Муаза ибн Джабаля, когда в Йемен отправлял, тоже ему сказал, Да. найдешь там в Коране. Да, в сунне. Если не найдешь, ачтахиду бираи. То есть я, говорит, буду выносить решение по своему усмотрению или как это. И тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям дал ему на это добро. То есть он был расположен, значит, уже. И поэтому Муаз ибн Джабаль, он находится где? Вот он здесь. Али, радиаллаху анху, которому тоже пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда не было, там же очень много в этом Илям аль-Муаккиин, очень много хадисов, когда Али, радиаллаху анху, решал такие вопросы, что сейчас я уже сколько раз читал, все равно это забываю. Несколько людей попали в яму, и лев спускается, всех съедает там. И какой родственник кому сколько должен заплатить. И пример Али, я уж сейчас, да, давайте если эту тему по математике я вам задам. Один человек принес 3 лепешки, другой 5. И один сейчас. То есть у одного было 3 лепешки, у другого было 5. Приходит третий человек, садится вместе с ним кушать. Ну, сел с ними, покушал и оставил им 8 дирхамов. 8 монет. Эти начали вдвоем спорить, как вот эти делить 8 дирхамов. Этот, которого 5 булочек было, 5 этих лепешек, он говорит, давай как, сколько лепешек кто из нас положил, столько и будем. То есть мне 5, тебе 3. Нет, а это, говорит, мы же все вместе кушали, говорит, давай по справедливости, 4 на 4. И какой правильный? Обратились к имаму Али, радиаллаху анху. К имаму Али, радиаллаху анху. Он сказал, что кто положил, говорит, 3 лепешки, ему 1 дирхам, а кто положил 5, ему, говорит, 7 дирхамов. Это было решение Али, радиаллаху анху. Как правильно математически рассудить? 8 дирхамов. 3 на 5, как по количеству лепешек считать? Или же, как там лиса и этот, все делим по-братски, там рыбу же ловит, кто там? Мультик советский-то у нас. Давай по-братски, 4 на 4. Они не согласились, нет, это не тот вариант. Тогда Али, радиаллаху анху, сказал, когда они пришли, сказал, тебе 1 лепешка, а его, говорит, ему, тебе 1 дирхам, говорит, а ему, говорит, 7. Почему? Потому что, говорит, 8 лепешек, правильно? 8 лепешек. Покушали, сколько человек? Делим на 3. Равно сколько? 2? 2 и 3? 2 и 6. 2 и 6 и 6, да? 2,66. Вот. Это доля каждого, да? Кто 2, 6 и 6? 2, 6 и 6. Доля каждого, кто сколько съел, правильно? Они же одинаково покушали. Поэтому, кто принес 3, 3 минус 2, 6 и 6 равно сколько? 0,33. А этот 5 минус 2, он же свою долю 2,6 и кушал. Сколько будет? 2, 3 и 3, да?
Не умножаю. Просто тот человек, который 3 лепешки поставил, он же сам съел практически. Сколько он положил вообще, он же и сам и съел. От него осталось всего лишь 0,33. А кто поставил 5 лепешек, он съедает 2,6, а остается от него тому 2, 3 и 3. Отношение 2, 3 и 3 к 0,33 равняется к 7. То есть соотношение 1 к 7. Это было решение кого? Али радийаллаху анху. И во многих таких моментах Али радийаллаху анху так точно расписал, что никакой не математик, никакой не может все это правильно. Это в тафсире Замахшари идет, в тафсире. И очень много таких моментов, где надо было вот так подключать что? Ни хадисов, ни Коране, ты не сможешь такие даже. И они вот это все решали. Абдулла, они все поэтому здесь, они находятся в Мадраса Турай. Абдуллах ибн Умар, у него это Медина основная, но в Медине также были и сторонники кого? Например, такой ученый, мы его возьмем, иншаллах, Раби'атур Рай. Раби'атур Рай. Его так и называли Рай. Потому что если, говорят, в Медине не смогли ответить кто-то на какой-то вопрос, они шли к Раби'атур Рай. И он, говорит, отвечал им на этот вопрос. Раби'атур Рай. У него тоже по имени Дресте, что ли? Да, Раби'атур Рай. Потому что его отец пропадал 30 лет, его отца не было 30 лет, считали его мертвым. Отец у него появился до рождения мальчика, то есть оставил жене 30 тысяч дирхамов и сказал, скоро приеду и купим мы себе, говорит, сад. И когда уехал, он все свои годы, 30 лет, находился в джихаде, на разных войнах. И его мать вот эти 30 тысяч дирхамов потратил на обучение сына, нанимала разных ученых, преподавателей. И потратила все эти деньги уже на его обучение. И когда ночью приходит его отец, через 30 лет, встречает его мужчина. То есть, и ночью уже не видно, какой мужик, говорит, у меня дома, и они начали драться. И Раби'атур Рай, уже тот-то уже старик, и своего отца повалил. Как же, говорит, что за мужик, начал кричать, там люди прибежали, соседи прибежали. Какой мужик может оказаться у меня дома, говорит. И мать потом уже выходит, и это я, говорит, хозяин этого дома, я Фарух, говорит, это я хозяин здесь. И жена его узнала по голосу, говорит, все, говорит, все по домам, типа, это, говорит, твой сын, а это твой отец, говорит. А потом, говорит, ночью уже, когда покушали, все, говорит, где мои деньги, говорит, помнишь, я тебе, говорит, оставил, я еще привез, говорит, давай купим сад, я тебе завтра, говорит, покажу, где твои деньги. И потом уже, иди, сначала сходи в мечеть, говорит. Он идет в мечеть, а там лекции идут этого Раби'атур Рай, он преподает в Медине пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Раби'атур Рай, когда он, чей, интересно, говорит, что за шейх, что все ему прислушиваются, все у него это Раби'атур Рай, говорит, Раби'атур Рай. А его отца как зовут? Но его также Раби'атур Рай, мы его называем, говорит. Вот. Но слышали, что какой-то был Фарух, который умер, говорит. Это я, говорит, это я. Вот такая интересная история произошла с Раби'атур Рай. И он уже в слезах приходит к своей жене. И жена говорит, ты видишь твои деньги? И он, ну, альхамдулилля, то есть очень обрадовался. Абдуллах ибн Умар, у нас время есть, нам много времени надо. Нет, у нас времени уже нет сегодня. Остановимся, иншаллах, Мадрасатуль Хадис. У нас сегодня, получается, был небольшой повтор. Мадрасатур Рай. Мы тоже Куфу сюда занесли, Басру, Хасан аль-Басри, Мухаммад ибн Сирин. Ну и начали с вами, иншаллах, Мадрасатуль Хадис. Это у нас Медина, которую воспитал Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб. Это как бы архив знаний, потому что Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб. И также можно отнести сюда Абу Хурайра.
мы, иншаллах. Поэтому, если мы за этот год с вами, за этот год сможем взять Ибн Масуда, Абдулла ибн Умар и возьмем Ибн Аббаса, это будет для нас большое достижение. Практически все вопросы, все разногласия, которые там от поднятия рук до кричать амин, и еще там что-то там подтягивать штаны или наоборот еще любой вопрос, который будем поднимать, они вот в этих трех сахабах. В этих трех сахабах ответы. И как вопросы эти решать, и как это от этого исходили Абу Ханифа или имам Малик, или Ахмад ибн Хамбаль, потом как они потели. Когда встретились Абу Ханифа и имам Малик, они все оба вышли вспотевшие. И когда спрашивают, говорит, как ты увидел, говорит, Абу Ханифа, иннаху ля факих, поистине он говорит факих, ученый. А как ты, говорит, Абу Ханифа спрашивает, как имам Малик? Я не видел такого ответа, быстрого в своих ответах, как имам Малик. Вот. И вот эти случаи жизни, если мы научимся на их примерах, на их опыте, как они выходили из разных разногласий, то остальное, иншаллах, уже все поправимо. Все, акулю каули хада, астагфируллах.